На данный момент находимся в нашем учебно-производственной базе. Это производственные поля Сармановского аграрного колледжа. На 80 гектарах студенты выращивают яровую пшеницу. Землю обрабатывают самостоятельно, на технике, собранной своими руками. Айнур Харисов сегодня перед гостями совещания сдает демонстрационный экзамен. Ему нужно соединить пресс-подборщик к трактору. С второго курса начинается практика, и перебираю любые тракторы «Беларусь» и также комбайны. После заканчивания учебы я пойду уже, наверное, работать. Я думаю, возьмут без проблем. Легковые автомобили, бульдозер, трактор и даже имитация комбайна. В этом колледже одна из лучших баз в республике. В 2014 году они стали ресурсным центром, смогли обновить оснащение и закупить уникальный тренажер КАМАЗ контраварийного вождения. Как бы настоящий КАМАЗ почти. Он повторяет всю поверхность проезжей. Поднимаешься в гору, она все как бы ты в гору поднимаешь, спускаешься, как бы спускаешься с горы. Ежегодно колледж выпускает более 100 специалистов. За 5 лет количество студентов увеличилось 2 раза. Здесь сейчас обучаются 500 студентов. Главное – это трудоустройство выпускников. Это связано, во-первых, учебно-материальной базой. И, во-вторых, у нас партнер Агросила, мы тесно с ними работаем. И они там же проходят производственной практики во время весенних полевых работах и уборочных работах. И они в основном трудоустройство в этой же базе. Ежегодно студенты колледжа становятся победителями WorldSkills по компетенции эксплуатации сельхозмашин. Теперь готовимся к соревнованиям на отбор город Тамбов. Там надеемся пройти в финал и победить. За час, думаю, управиться с двигателем от Беларуси спокойно. Это мой рекорд. Как воспитать профессионалов по запросам предприятия АПК, говорят на расширенном заседании с руководителями СУЗов. В этом году колледжи и техникумы республики выпустят более 17 тысяч специалистов. Куда они пойдут? Аграрный профиль, аграрное направление сегодня очень важное направление. Мы сегодня, почему здесь, на базе Сармановского аграрного колледжа? Потому что условия созданы прекрасные. И мы сегодня хотим показать всем руководителям учреждений среднего профобразования, что действительно вот на этом примере нужно и заниматься подготовкой кадров. В прошлом году 84 выпускника агровузов вернулись на работу в село. Это значит, что лишь каждый пятый приходит работать в хозяйство. Чтобы закрыть потребность кадров в аграрии, эти показатели нужно увеличить в 3 раза. Но для этого нужно поднять зарплату, создавать условия для работы и решить жилищный вопрос. Много работы делается для того, чтобы студенты после того, как выпускники возвращались в село и трудоустраивались. Вот уже сегодня сказали, что есть для всех выпускников это как подъемная поддержка со стороны Республики Татарстан. Создаются условия по комплексному развитию сельских территорий, и это и федеральная программа. Итогом встречи стали такие решения, как расширение ресурсных центров, вовлечение детей в движение WorldSkills и Abilimpics, а также внедрение в образовательные программы новые профессии из перечня ТОП-50. Филуза Хамидуллина, Ирка Бибулин, ТНВ, Сарманова. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.